Добрый день, уважаемые наши подписчики, уважаемые наши слушатели и наши зрители. Добро пожаловать на подкаст Тамарлас. И напоминаю, что Тамарлас – это значит «Мы ищем общие корни». Сегодня у нас в гостях председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства культуры и информации Галнур Магомедович Шойкин. Но сразу скажу, что это не первая запись, которую мы делаем с Галнуром Магомедовичем, поэтому мы немножко подумали, с чего мы можем начать. И у нас есть такой интересный вопрос. Поскольку Галнур Магомедович профессиональный политолог, сейчас занимается в сфере межэтнических отношений, я бы хотела спросить, Галнур Магомедович, что бы вы сказали тем молодым, которые сегодня хотят найти себя в профессии, да, что нужно, чтобы стать хорошим политологом? А еще лучше, если вы скажете, а что нужно, чтобы быть хорошим этнополитологом? Потому что у нас есть сейчас новая образовательная программа по этнополитологии, и выпускники уже начинают работать в нашей сфере. Здравствуйте, дорогие зрители. Вопрос, конечно, очень такой интересный. Почему? Потому что я стараюсь сейчас на себе примерить, этот вопрос. Начну с того, что профессию, я в прошлый раз тоже говорил, что надо профессию любить. И с этого нужно начинать. Поэтому, начиная, наверное, с молодости, нужно еще до того, как мы поступаем в университеты, наверное, интересоваться политикой, жизнью страны, политической жизнью страны, международными отношениями. Но без этого нельзя. Чтобы стать хорошим политологом, сегодня мало просто поступить в университет на специальность и учиться получать ту информацию, которую дают нам преподаватели или те же учебники. Нужно всегда саморазвитием тоже заниматься. Я думаю, что это аксиома сегодня. Нужно в целом целенаправленно заниматься самообразованием. Это поиск литературы, дополнительной литературы, в том числе на иностранных языках. Для этого нужно, наверное, знать тоже основы иностранных языков. Просматривать средства массовой информации различных государств, и чтобы быть в теме тех процессов, которые происходят, и не только. Здесь нужно понимать, что политология в Казахстане – это еще наука, которая на стадии становления, хоть и прошло более 30 лет, тем не менее, нам нужно еще очень много развиваться. В этой связи есть очень много политологов зарубежных, иностранных специалистов, труды которых нужно изучать, читать и быть в тренде, быть в курсе тех новых изысканий, которые проводятся учеными разных стран. И еще второй аспект – это, конечно же, теория не должна расходиться с практикой. Нужно практические знания и опыт тоже получать, и чем раньше, тем лучше. Допустим, я на себе, если скажу, мы, будучи студентами факультета специальности политология, выступали волонтерами в различных электоральных кампаниях. Мы готовили различную аналитическую информацию, проводили вплоть до полевых и социологических исследований. То есть, будучи студентом, мы уже занимались практической работой, которая связана с политологией. Ну и, конечно же, с точки зрения теперь уже того, что у нас сейчас в Казахстане последние 3-4 года развивается этнополитология, это наш процесс этот очень радует, потому что комитет, буквально наше развитие межэтнических отношений, впервые был создан именно в 2020 году, то есть нам 4 года, и с этого времени началась и работа по развитию этого направления, этнополитологии. Мы тогда приняли совместное решение, стали продвигать идею открытия специальности этнополитология на бакалавриате, в последующем в магистратуре. И сейчас уже мы пришли к тому, что в некоторых вузах уже открывается специальность этножурналистика, то есть это уже новый этап. Что важно, это важно вместе с получением образования по этнополитологии, конечно же, иметь контакт или взаимодействие с действующими политиками, которые занимаются этнополитологией. То есть реализация государственной политики в межэтнической сфере. И я, будучи, допустим,
работая в комитете по развитию межэтнических отношений, периодически выезжаю и провожу различные выездные лекции, в том же, допустим, Евразийском национальном университете Гумилева, где есть соответствующие специальности по магистратуре, докторантуре этнополитологии. Периодические курсы читаю в Академии государственного управления при президенте для действующих госслужащих, рассказывая о приоритетах, задачах этнополитики на настоящее время. Я думаю, что вот это помогает слушателям, опять же, теорию сопоставлять с практикой, и я думаю, что именно такие знания и опыт вместе дадут свой синергетический эффект. Спасибо. Очень такой разносторонний вы сразу и по работе сразу сказали, и по своей деятельности, и как это соприкасается. Ну, действительно, комитет создан был буквально в 2020 году, и в этом году 4 года, но уже много чего сделано, да. И, конечно же, комитет – это главный такой исполнительный орган по реализации государственной этной политики. Вот расскажите о том, вообще какова стратегическая задача и что делается? Ну, стратегическая задача, она ясная, четкая. Это обеспечение межэтнического согласия, мира в нашем обществе. Это основа развития Казахстана. Это, в конце концов, безопасность наших граждан. И если можно так сказать, это светлое будущее нашей страны. То есть, учитывая полиэтничный состав населения, демографическое развитие нашей страны, конечно же, будущее Казахстана зависит от конструктивного взаимодействия между этносами, которые проживают в Казахстане, их интеграцию, формирование общегражданских ценностей, формирование внутреннего единства граждан нашей страны, когда именно общегражданские ценности превалируют над этническими, и это укрепляет, способствует сплочению общества перед различными вызовами геополитическими, внутриполитическими, информационными и так далее. Вот какие направления для вас такие, скажем, базовые в том, чтобы проводить? Ну, конечно, это очень достаточно сложно, да, есть разные уровни, но в целом какие направления сегодня вот в приоритете по реализации, по обеспечению единства и согласия в стране? Ну, конечно же, это обеспечение равенства прав граждан. Это основа межэтнического согласия, стабильности в нашей стране и основа именно внутреннего единства. То есть все граждане нашей страны являются равноправными, у них и права, и обязанности перед обществом и государством едины. В этом контексте недопустимы какие-либо дискриминации, какая-либо ксенофобия, которая бы нарушала бы внутреннее единство нашего общества. Понятно, это приоритет. И, конечно же, для этого реализация этих принципов, она непосредственно связана с практической взаимодействием, межэтническими коммуникациями. И, соответственно, задача государственных органов, да и общества в целом, обеспечить эффективное взаимодействие, интеграцию между этническими группами нашей страны, когда есть взаимодействие, эффективное взаимоподдержка, сотрудничество между представителями этносами, это стирает границы для общения, стереотипы какие-то негативные и в целом способствует укреплению межэтнических отношений. Ну и следующее, что можно сказать, это, конечно же, мы должны отстаивать, защищать наше единство, внутреннее согласие. Есть очень много рисков, которые сегодня обусловлены не только внутренними какими-то факторами, но и внешними факторами. Это информационное влияние, в том числе и негативное. Это и геополитические события. Поэтому, конечно же, нам нужно очень внимательно относиться к любым инцидентам, которые происходят между нашими представителями разных этносов. Мы считаем и эту политику проводим на том, что у нас нет межэтнических конфликтов и не было. У нас есть какие-то недоразумения или какие-то напряженности между простыми гражданами нашей страны, которые могут быть не согласны друг с другом по различным принципам, признакам и так далее, причинам. И наша задача не допустить перетекания этих межличностных, бытовых, каких-то
криминальных каких-то инцидентов на межэтническую плоскость, почву. И, как понимаете, вот эти современные риски информационные и так далее, они как раз способствуют тому, что различные интерпретации получает любая ситуация, какой-то инцидент, и в том числе есть, и мы наблюдаем попытки переноса вот этих межличностных каких-то конфликтов на этническую почву. И если не принимать своевременных мер реагирования, то они действительно могут перерасти в более серьезные какие-то события, которые нанесут вред нашей межэтническому согласию и миру в нашем Казахстане. А какие меры принимаются, вот, чтобы не допустить? Во-первых, у нас есть законодательство, которое не допускает распространения межэтнической розни. Да? У нас, начиная с Конституции, недопустима никакая-либо дискриминация, унижение, да, на каких-то этнических принципах, расовых, языковых и так далее. Конечно же, это профилактика вот таких инцидентов через повышение правовой политической культуры граждан, через большую разъяснительную работу, которая нужна для того, чтобы объяснить важность сегодняшнего межэтнического мира и согласия в стране. И в этом контексте, конечно же, очень важное значение имеет именно и соответствующая информационная работа, которую проводят государственные органы. Это и профилактическая работа, которая проводится правоохранительными органами, праворазъяснительная работа. Это и формирование иммунитета к деструктивной информации, которая распространяется в социальных сетях, фейковой информации, то есть формирование некого информационного иммунитета к негативной или деструктивной, даже провокационной информации, которая может быть и чаще всего встречается на страницах интернета. Что очень важно, еще это работа уже, допустим, с молодежью нашей страны. Да, это, если посудить вот с точки зрения инцидентов, которые бывают периодически, да, в нашем обществе, чаще всего сторонами являются именно молодые люди. Да, и в этом контексте мы понимаем необходимость воспитательной работы уже начиная с семьи, потому что именно в семье формируются базовые подходы, принципы, мировоззрение детей. И то, что они услышат от родителей за столом у себя дома, они транслируют это в обществе, на улице, в школах и других учебных заведениях. Конечно же, в любом случае, если мы видим какое-то девиантное поведение детей, то мы должны обратить внимание на семейное воспитание. Это первое. Конечно же, внимание очень учебным заведениям, поскольку дети очень много времени там находятся, и все вот эти фобии, всякие, допустим, стереотипы, они там же могут находить свои проявления. Поэтому очень значима роль преподавателей, психологов, руководства школ, которые должны постоянно наблюдать и работать с нашими детьми. И мы можем там коррекцию сделать, для того, своевременно корректировать их поведение, для того, чтобы не распространялся какой-то язык вражды. Какая-то обособленность, да, вот групповая, внутригрупповая обособленность в школах, да, какие-то барьеры в отношениях. Это все должно быть объектом внимания наших учителей и руководства школ. Ну, конечно же, и сами наши педагоги должны быть примером поведения для детей. И это очень важно, чтобы они сами пример приводили детям, как нужно развивать межэтническое общение. Очень важна еще роль наших общественных структур. Вот я бы хотел здесь подчеркнуть о том, что именно неправительственные организации, в том числе этнокультурное объединение, да и в целом Ассамблея народа Казахстана сегодня очень большой вклад вносит и должна вносить вот формирование толерантности. Это продвижение наших правильных ценностей, которые должны вытеснять вот эти негативные, да, какие-то аспекты в поведении и продвигать вот ценности, которые бы показывали о том, что разделение по этносу это все-таки история, то есть это, наверное, больше должно остаться в истории, потому что современный человек – это человек очень образованный, воспитанный, который ценит человека не за его этнические принадлежности или цвет глаз, а ценит за его умение, знания, профессионализм в той или иной сфере. И какие-либо фобии, стереотипы, все должны остаться в истории, потому что у современного человека просто на это не должно быть времени. Здесь очень важно, чтобы современный человек, он понимал важность продвижения именно вот современных
ценности, которые подвигают общество на развитие, где ценный именно профессионализм. И даже язык не должен быть здесь барьером быть, потому что язык – это средство общения. Да, ну да, вот такой уже контекст задели, да, языковой. То есть продвижение языковой политики – это же ведь тоже часть работы по обеспечению общественного согласия. Ну, язык – это коммуникации. Вот вы работаете именно в части продвижения языковой политики по повышению знаний государственного языка, да, вот как межэтнического. Какие конкретно проекты вы можете назвать и как это сейчас реализуется? Да, конечно же. Вот я хочу отметить о том, что начать с того, что язык – это средство коммуникации. И именно язык является в некоторых случаях барьером для общения. Поэтому знание государственного языка, оно снимает эти барьеры, дает возможность, это новые компетенции для наших современных граждан, о которых я говорил, современными ценностями. Что касается в целом государственной политики, языковой сферы, это, конечно же, очень большая сфера, которым занимается очень много других государственных органов. Мы со своей части, конечно, выполняем собственную миссию в этой большой работе. Мы, в соответствии с поручениями президента, концепцией деятельности Ассамблеи народа Казахстана до 2026 года, мы определили, что одним из важных приоритетов государственных органов будет являться развитие государственного языка как языка межэтнического общения. И в этом контексте наша задача как раз вот Комитета по развитию межэтнических отношений, всех вот общественных структур, которые работают, задействованы в реализации государственной политики в этой сфере, как раз и создать условия для изучения и продвижения государственного языка среди этносов, как один из эффективных инструментов интеграции всех этносов в единое общество, да, граждан нашей страны. Конечно же, очень много проектов реализовалось и реализуется сегодня. Я пример привожу, хочу привести таких, например, проектов, которые, начинают со двора, допустим, Видеосюле. Да, это проект, который реализует Ассамблея Жастары, где открываются специальные дворовые клубы для тех, кто прям вот рядом, возле дома, имеет возможность посещать и учиться языку, не уходя далеко, да, не ища где-то там, допустим, какие-то курсы, без особых таких вот затрат. Это можно бесплатно научиться и разговорному языку. Второй очень важный аспект этой работы – это реализация социальных таких проектов, которые стимулируют наших молодых людей к изучению государственного языка. Это, допустим, тот же проект Монбала. Его особенность в том, что этот проект охватывает очень много людей на разных уровнях. Почему? Потому что он начинается с села, района, области. Происходит отбор творческой молодежи, которая на государственном языке поет песни, сочиняет стихи, озвучивает, да, вот такие вот поэмы, какие-то там произведения на музыкальных инструментах национальных играют. Вот такие вот виды творчества молодежного как раз вот на каждом уровне эти конкурсы проводятся, в нем задействованы все наши представители культурных объединений, и мы потом в итоге года уже в Астане подводим, где мы проводим гала-концерт лучших номеров, и там уже награждение наших государственных органов и спонсоров. Вот такой вот способ. Потом у нас есть такой проект «Ултаралық тілі». Он очень тоже интересен. Почему? Потому что его продвигает этот проект сами люди, которые знают казахский язык, представители разных этносов, которые организуют различные мероприятия в различных форматах, в разных социальных группах, встречи, где они на своем примере пропагандируют государственный язык. Есть также очень много сегодня наших информационных проектов. Есть журналисты, которые проводят собственные, допустим, там программы, да, снимают. Есть подкастами, которые, да, допустим, занимаются наши журналисты-девушки, которые знают казахский язык, очень интересно. И они так проводят интервью, снимают ролики о тех людях, которые тоже знают очень хорошо казахский язык, и там делятся мнением, опытом, как они научились казахскому языку, как лучше, какие методы есть для того, чтобы
как можно эффективнее изучить государственный язык. Все другие проекты мы тоже поддерживаем. В частности, у нас вот есть, вот буквально неделю назад нам поступило предложение, мы сейчас прорабатываем, как этот проект поддержать, когда есть молодые музыканты, которые уже начали реализовать проект по Аньше Балапан караоке называется. То есть эти ребята на собственные деньги записали детские песни в формате караоке. Вы понимаете о том, что, допустим, изучение казахских песен – это очень эффективный способ изучения казахского языка, потому что там, как правило, в песнях очень красивые, мелодичные слова, да? Они запоминаются, это вот некий такой вот, как эффект 25-го кадра, да? Если зрительно, то через слух это вот караоке. Очень хороший метод. И они вот записали уже 100 песен караоке, и они хотят их довести до 1000 песен. Здорово. И им нужно, конечно, спонсоры, им нужна поддержка, но они сегодня готовы на профессиональном уровне, на профессиональном оборудовании записи осуществлять, при этом у них есть соответствующая лицензия. И мы, в принципе, каждое этнокультурное объединение сегодня может поддержать этот проект. Можно начать с малого, но в последующем, конечно же, мы будем этот проект продвигать через наших спонсоров, может быть, какие-то организации, чтобы вот дети, которые поют казахские песни уже вот начиная с семьи, то есть этот караоке можно дома слушать и петь, да, потом и в школах, это очень эффективный механизм, который, допустим, любой родитель, который заинтересован, чтобы дети знали казахский язык, наверное, будет заинтересован в приобретении того же сборника и использовать его. Конечно, это прекрасный инструмент. Но Да. У нас дети сейчас очень творческие. Да, это же можно уже на фоне вот не только изучать, но и участвовать в конкурсах, побеждать. Может быть, откроется дорога, какие-то дети станут завтра за известными певцами, да, это тоже откроет дорогу кому-то. Вот приблизительно такие проекты мы все готовы поддержать. Мы всегда, вот и этнокультурное объединение, и наше государственное учреждение, как в центре, так и на местах, мы готовы поддержать любой проект, оказать какую-то поддержку, возможную поддержку для реализации таких проектов, которые могут действительно изменить ситуацию и способствовать достижению наших целей. Ну, это здорово, что появляются новые проекты, и они такие нестандартные, да, скажем так, они очень как бы эмоциональные, такие очень творческие, это здорово. Ну, следующий наш вопрос, он связан все-таки с регионами. Вот когда мы смотрим на демографическую картину, мы все понимаем, что в Казахстане в разных регионах разная картина. Ну, понятно, что государственная этнополитика, она у нас центральная, и она как бы продвигается, и существуют одинаковые механизмы на все регионы. Но все-таки есть ли какая-то специфика в регионах? И чем отличается один регион от другого, да, вот в плане реализации политики? У нас есть дома дружбы, у нас есть Қоғамдық келісім, у нас есть этнокультурные объединения в регионах. То есть что как бы вы видите вообще вот в регионах? На что опираетесь в регионах? Ну, скажу, что политика у нас единая, вне зависимости от какого-то региона. Приоритеты, цели одни. Единственное, отличается этнический состав. Как правило, допустим, у нас есть примеры, когда в некоторых регионах очень есть компактное проживание этнических групп. Поэтому, конечно же, специфика уже практической работы на местах, она имеется. И, конечно же, акцент в этом делается на интеграции этих этнических групп в наше казахстанское общество. В этом роли большую играет наше этнокультурное объединение, которое помогает государственным органам дойти до каждого гражданина и продвинуть наши ценности, вплоть до того, чтобы сформировать правильное понимание сегодняшней ситуации, задач, целей в развитии общества. Да и практически каждый человек должен себя видеть и в свое будущее в нашей стране. И если это культурное объединение помогут объяснить и планово реализует такие меры, которые бы позволили нашим, допустим, детям, молодежи правильно выбрать свою профессию. Да? Для этого нужно, конечно, знание языка. То есть пропаганда государственного языка, потом пропаганда тех или иных профессий.
Ведь не секрет, у нас есть определенные так интересная, как говорится, приоритетность, да, вот между разными гражданами, допустим, там выбирают какие-то проекты, вернее, сферы, которых больше задействованы, например, там какие-то представители этноса, там в торговле, да, где-то в транспортной сфере, там и так далее, и так далее. Мы здесь понимаем, что, конечно же, для общества важно разнообразие. И это делает интереснее наше развитие общества, развитие государства, не только развитие бизнеса, например, да, но и, допустим, тоже пропагандируем государственную службу среди представителей разных этносов. Это ведь тоже гражданское, по сути, воспитание. То есть, будучи государственным служащим, ты реализуешь государственную политику, участвуешь в реализации. Участвовать в реализации – это значит быть вовлеченным в государственные дела, да, быть жить этими ценностями государственными, да, внутри. Поэтому это и патриотизм здесь, и участие, интеграция государственных во всех государственных делах. Это и воинская служба, да, это и проекты, которые реализуются, допустим, тот же Серпин создает условия для детей, чтобы получали образование, допустим, в северных регионах. Это вопросы демографии, да. Это и добровольное переселение граждан, которое создает условия для того, чтобы где-то, вот, допустим, если в южных регионах надо сказать о том, что есть специфика, очень есть регионы, населенные пункты очень перенаселенные, да, там есть проблемы безработицы, там есть даже ограничения возможностей, да, для развития. И поэтому мы говорим о том, что у нас есть возможности, государство создает их, для того, чтобы люди могли добровольно переселиться, там иметь возможность развивать свой бизнес, иметь свой земельный участок, иметь свой дом, есть социальная инфраструктура, есть государственная поддержка, да, прямая поддержка, финансовая поддержка. И эти все условия, возможности, в принципе, позволяют нашим гражданам больше общаться с и представителями других этносов. Это и та же самая коммуникация. Ну, да, поменяется среда, поменяется окружение. Конечно же. Здесь это будет, во-первых, просто по-человечески интересно людям, да, взаимодействие, сотрудничать с другими людьми, познавать их культуру, да, распространять свою культуру в какой-то степени, да. Но это еще и возможности для своей карьеры, для карьеры, там, пусть будет госслужба, пусть это будет бизнес в любой сфере. Я думаю, что в целом все, может быть, даже, допустим, часть вот этих вот некоторых, когда бывают инциденты среди молодежи, причиной их является безработица, когда люди не заняты чем-то, да, когда нет каких-то усилий, которые нужно приложить для чего-то, люди в свободное время придумывают какие-то причины для того, чтобы оправдать свою, допустим, там какую-то бездеятельность, какими-то другими там проблемами, там, причины, ищут причин. Связь. Да, а нам нужно просто говорить о том, что давайте мы займемся делами, да, ехать, получать возможности, может быть, действительно получится сделать серьезную карьеру и не только для семьи, но и государства сделать очень много для развития. Тем более у нас очень много примеров, кстати, представителей этносов. У нас во всех сферах они представлены, и во всех сферах очень много успешных людей. И эти примеры нужно пропагандировать. А вот примеры уже переезда есть? Кто переехал с южных регионов? Да, есть. Но я пример приведу. Давайте вот Карагандинскую область. Да, вот у нас есть там район, и там есть поселение Долинка, да, называется. Вот там буквально несколько лет назад переехало несколько донган, и уже сегодня там уже немало людей, там, по-моему, если не ошибаюсь, там уже сотни семей где-то, да, наверное, около сотни семей, где люди занимаются овощеводством, развивают свой маленький бизнес, и практически все заняты, все создают определенный продовольственный пояс для Караганды. Это большое трудолюбие. Это пример для других наших граждан, что можно в любых условиях заниматься тем же овощеводством, там, да, сельским хозяйством. Просто нужно для этого усилия, желание и все-таки, наверное, да, это вот все зависит от усилий и желания, да, и трудолюбия. Да. Ну, конечно, нельзя сказать, что как бы меньше, где-то больше трудолюбия.
Ну вот особенность же еще в том, что Донгани все-таки это народ, который уже много веков, можно сказать, да, специализируется на вот этом виде экономической деятельности. Да. И действительно, наверное, это как бы умеют распространить свой опыт в любых регионах. И это же для нас большой плюс, Конечно, что конечно. мы можем, вернее, у нас есть такой ресурс, да, человеческий, Да. который имеет такой опыт, имеет такие навыки, они могут Это научить технологии, других, да, это технологии, люди, как да. много веков уже это продвигает, продолжает эти хорошие Да. традиции. Ну, это очень здорово, хороший, отличный просто пример. А что касается, например, ну, домов дружбы. Да, Вот кстати, один я из хотел последних сказать. примеров, да, это Да. открытие в Туркестане нового дома дружбы. Да, я был на открытии там, мы как раз вот буквально неделю назад был там. Мы провели ряд встреч с нашими этнокультурными объединениями, государственными служащими, там провели семинар для них. Вообще, я скажу о том, что идея сама вот домов дружбы, она очень нужная и оказалась очень эффективной. Почему? Потому что сегодня дома дружбы уже не просто штаб-квартира каких-то этнических групп, нет, там это центры, сегодня он постепенно превращается в центры, где генерируются идеи, где находятся не только представители этносов, там есть и неправительственные организации работают, да, там есть и клубы журналистов, допустим, при Ассамблее народа Казахстана, там есть много разных молодежных организаций, которые ежедневно там вот, встречаются, разрабатывают и совместно реализуют разные проекты. Но обратите внимание, вот, допустим, весной этого года, когда у нас была ситуация с наводнением в регионах, ведь дома дружбы стали же штабом волонтерской деятельности во всех регионах. Именно Ассамблея народа Казахстана, руководители этнокультурных объединений во всех регионах, молодежь этнокультурных объединений первыми подключились к оказанию помощи пострадавшим. И именно там формировались вот эта вот гуманитарная помощь, и разрабатывались маршруты, подбор кадров осуществлялся, и координация этой работы там была. То есть дома дружбы, я понимаю, они не должны, ни в коем случае не должны становиться какими некими музеями, да, где там каждый этнос там выставляет какие-то свои, допустим, культурные там особенности или там одежду национальную. Нет, нет. Сегодня концепция деятельности домов дружбы совсем другая. Это живое, где там же ключом бьет жизнь в этих зданиях. Там идут и прием граждан проводят, там же и, вот как я уже сказал, там разрабатываются новые проекты, полезные для общества. И сегодня мы вот имеем 30, если не ошибаюсь, 36 домов дружбы по всей стране, в областных центрах и в районных центрах. На их базе действует региональный қоғамдық келісім, коммунальные государственные учреждения региональные, которые вот непосредственно оказывают поддержку всем проектам этнокультурных объединений и информационную, организационную поддержку оказывают. И сегодня действительно эти этнокультурные объединения уже на новом этапе ставят новые задачи перед собой. Я вот хочу отметить о том, что если, вот, допустим, в предыдущий период больше акцент все-таки был на каких-то культурных проектах, языковых проектах, то сегодня акцент сделан на просветительскую деятельность. Этнокультурное объединение сегодня реализует вот вместе с нами государственную политику в межэтнической сфере, то есть продвигает наши ценности, проводит профилактическую, информационно-разъяснительную работу, реализует языковые там, и другие проекты, которые молодежные проекты. И совместное планирование этой работы осуществляется. Я думаю, что в целом этнокультурное объединение сегодня притомы практически, я скажу вам, они самофинансируемые структуры. Есть вот в обществе иногда заблуждение, что их полностью финансирует государство. Нет, у нас сегодня принцип финансирования совсем другой. То есть этнокультурное объединение чаще всего работает на спонсорские средства, на собственные средства членов этнокультурных объединений. Но при этом қоғамдық келісім, которые региональные находятся и на центральном уровне республиканские, они имеют тоже свое финансирование, но они реализуют конкретные проекты, полезные для общества. И вот как раз в рамках этих проектов и этнокультурное объединение принимает участие, реализует ее и, соответственно, получает поддержку. То есть поддержка идет только на реализацию тех проектов, которые работают на сплочение общества, на единение, формирование вот правильных
ценностей и ориентиров в будущее. Спасибо. Да, в регионах, конечно, палитра достаточно широкая. Я знаю, что в каких-то домах дружбы и Аксахалдар Кинес, Да, и советы матерей находятся, и наши научно-экспертные группы находятся. Однозначно. Да, то есть это прямо И исследования там проводятся, да. и этномедиаторы там находятся Да, у нас. этномедиаторы. То есть широкий спектр. Там действительно жизнь бьет ключом. Да. Нам нужно просто этот стереотип преодолеть и вот максимально информационно показать. Нам нужно быть более открытыми всем этнокультурным объединениям, наверное, и транслировать эту позитивную эту информацию о работе в обществе, чтобы общество знало. И вот в этом контексте очень актуальное участие вот и работа в социальных сетях. Сегодня это данность. Сегодня все внимание молодежи, да и взрослых людей на социальных сетях, которые мы получаем информацию и новости. И поэтому нам нужно там быть, присутствовать, и позитивной информации должно быть больше о вот этом конструктивном взаимодействии, межличностных коммуникациях, общих достижениях. И тогда мы сможем просто общей позитивной информацией нивелировать эти риски, которые там есть, не распространение негативной информации. Единственный способ эффективно бороться с этим – это не закрывать какие-то сайты или там бороться с этими блокированием каких-то социальных сетей. Это невозможно. У нас есть демократические принципы, которые правового государства, которые не позволяют нам это делать. Но мы можем позитивной информацией намного больше дать информации позитивной для нашего общества, чтобы граждане могли формировать более объективный взгляд на жизнь и процессы, которые происходят. Да, то есть больше рассказывать о том, что делается, да, и тогда уже будет видно, что это совершенно другое представление. В целом мы, по-моему, обо всех аспектах поговорили. Спасибо большое еще раз за то, что вы нашли время и уже второй раз к нам пришли и рассказали уже такие очень детальные подробности. Государственная политика, конечно, она на стыке многих направлений, поэтому всегда приходится держать ухо востро, да, что называется, во всех направлениях. Поэтому я желаю вам успехов, и чтобы комитет выполнял все свои задачи, и мы жили в спокойной и сплоченной стране. Уважаемые наши слушатели, мы завершаем на этом наш сегодняшний выпуск. В гостях у нас был председатель комитета по развитию межэтнических отношений Галнур Магомедович Шойкин, кандидат политических наук. И мы сегодня еще и рассказали о том, как готовиться стать политологом, как готовиться, чтобы, если хотите заниматься этнополитологией. Поэтому приглашаем вас и на все остальные наши выпуски. Я думаю, что и следующие темы будут для вас интересны. Спасибо, что были с нами. Всем хороших дней. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания.